Здравствуйте, уважаемые! Это наш второй видеоурок, посвященный грамматике казахского языка. На прошлом занятии мы изучали личные окончания. Главная трудность для русскоговорящих заключается в том, что в русском языке такие окончания встречаются у глаголов, а в казахском языке, помимо глаголов, у именных частей речи – существительных, прилагательных, числительных, местоимений. Это непривычно и поначалу трудно запоминается. В целом в течение курса мы планируем изучить 4 вида окончаний. 2 из них не должны вызвать у вас больших проблем, потому что мы можем найти аналогичные окончания в русском языке. Это падежные окончания и окончания множественного числа. Гораздо труднее понять то, чего в принципе нет в привычном для вас языке. Поэтому тема притяжательные окончания для русскоязычных очень трудна в теории, но на практике не сложнее остальных, особенно если вы хорошо усвоите правила словообразования в казахском языке. Итак, в казахском языке слова образуются при помощи суффиксов и окончаний, которые обобщенно называются аффиксами. Приставок нет, предлогов тоже нет. Аффиксы присоединяются к основному слову по закону сингармонизма. Чтобы понять, как это работает, давайте рассмотрим вначале казахский алфавит. Начнем с того, что полегче, с согласных букв. Они такие же, как в русском языке, с добавлением специфических казахских – к, х, г, н. Среди звонких букв надо запомнить отдельно сонорные. Кстати, первые 5 из них немного напоминают слово «лимон». И еще, буква «у» может быть согласной, в каких случаях вы увидите позже. Глухие согласные мы выделили синим цветом, звонкие – красным, звонкие сонорные – зеленым. Гласных букв в казахском языке гораздо больше, и они сильно отличаются по своему делению на твердые и мягкие. Есть 8 парных букв – А, О, У, Э. Твердые мы выделили синим цветом, мягкие – красным. Далее мягкая буква Е. Внимание! Оборотная тоже мягкая, а Ё твердая. Хорошо, что буквы и Ё используются только в заимствованных словах и редко встречаются. Далее И, Ю, Я, У. Эти буквы могут быть и твердыми, и мягкими, поэтому они у нас в 2 цветах – синим и красным. Напоминаю, что буква У может быть и сонорной согласной. А теперь рассмотрим схему, иллюстрирующую закон сингармонизма. Любое слово или аффикс состоят из согласных букв. Они обозначены на схеме буквами «С». И из гласных букв. Они обозначены буквами «Г». Так вот, первое правило. Если последняя гласная в слове твердая, то и в аффиксе гласные должны быть твердыми. А если последняя гласная в слове мягкая, то и в аффиксе гласные должны быть мягкими. Иногда для выбора аффикса этого достаточно. Но иногда нужно знать и второе правило. Если последняя буква в слове глухая согласная, то аффикс должен начинаться с глухой согласной. А теперь попрактикуем разок, как присоединяются по закону сингармонизма личные окончания, которые мы изучили на предыдущем уроке. Возьмем 2 существительных – ученик, окуша, которая заканчивается на твердую гласную, и студент, заимствованное слово, которое заканчивается на глухую согласную, а последняя гласная мягкая. Напоминаю, что у именных частей речи в третьем лице окончаний нет ни в единственном, ни во множественном числе. Поэтому мы скажем «он ученик», «ол окушы», «он студент», «ол студент», «они ученики», «олар окушы», «они студенты», «олар студент». Во втором лице мы будем делать только один выбор. Из пары окончаний для слова «окушы» с твердой гласной будем выбирать твердое окончание. Для слова «студент» – мягкие окончания. Поэтому мы скажем
Ты ученик. Сен оқушысың. Ты студент. Сен студентсың. Вы ученик. Сіз оқушысыз. Вы студент. Сіз студентсіз. Во множественном числе. Вы ученики. Сендер оқушысыңдар. Вы студенты. Сендер студентсіңдер. А в уважительной форме. Вы ученики. Сіздер оқушысыздар. Вы студенты. Сіздер студентсіздер. В первом лице надо выбрать уже из 6 окончаний. Вначале, ориентируясь на последнюю гласную, выбрать или только 3 твердых, или только 3 мягких окончания, а затем из этих 3 окончаний выбрать подходящие, глядя на последнюю букву основы. Слово «оқушы» заканчивается на твердую гласную, поэтому из 6 окончаний мы выбираем 3 твердых – «ман», «бан», «пан». Если бы слово «оқушы» заканчивалось на глухую согласную, мы бы взяли окончание «пан». Если бы оно заканчивалось на букву «ж» или «з», мы бы выбрали окончание «бн». Но это не так, поэтому остается только окончание «ман». Мы скажем «я ученик», «мен оқушымын». Во множественном числе аналогично. Вначале мы выберем 3 твердых окончания, а затем окончание «мыз». Мы ученики. Біз оқушымыз. Для слова «студент» из 6 окончаний сперва выбираем 3 мягких. Затем видим, что последняя буква основы – глухая согласная, поэтому окончания должны начинаться с глухой согласной. Мы скажем «я студент», «мен студентпін», «мы студенты», «біз студентпіз». Хочу сказать, что это первый и последний раз, когда мы так подробно работаем с таблицей личных окончаний, из чисто спортивного интереса, так сказать. Потому что я твердо убеждена, что учить грамматику по правилам и таблицам – это ад кромешный. Теорию, конечно, полезно знать, но я богом клянусь, ни один нормальный казах не бегает к справочнику, чтобы уточнить, как сказать «я ученик» или «я студент». Он скажет «мен оқушымын» или «мен студентпін», ни секунды не раздумывая, потому что много раз слышал эти фразы в реальной жизни. Это как вы, не задумываясь, скажете «я пошел», «ты пошел», «они пошли», с легкостью меняя окончание. Или скажете 4 ложки, но 5 ложек. Почему разные окончания? Просто потому, что вы с детства это слышали и запомнили. Поэтому я с чистой совестью советую не слишком париться с заучиванием таблиц и правил, а сосредоточиться на слушании, чтении, а еще лучше говорении. Чем чаще, тем лучше. Послушаем, например, что говорит изумленный Гарри, еще ничего не знающий о мире волшебников, увидев, как Хагрид разжег огонь в камине зонтиком. Извините, но кто вы? Кешірім өтінем. Сіз кімсіз? Кешірім өтінемін. Сіз кімсіз? Прошу прощения, вы кто? Гермиона спрашивала у Рона «Сен кімсің?», но Гарри обращается к Хагриду на «вы». Сіз кімсіз? Кешірім өтінемін. Обратите внимание, что несмотря на отсутствие местоимения «мен», «я», глядя на личное окончание «мен», мы понимаем, что Гарри говорит о себе. Оба личных окончания мягкие, по закону сингармонизма. И под занавес контрольный выстрел. Сцена распределения по факультетам. Гарри очень хочет попасть в Гриффиндор и просит волшебную шляпу не отправлять его в Слизерин. Нет? Только не Слизерин. Что ж, если вы в этом Пожалуйста, уверены, определяйте куда угодно, только не пусть Слизерин. будет Гриффиндор. Өтінем, Слизерин емес, Слизерин емес. Жарай. Өтінемін, Слизерин емес, Слизерин емес. Прошу, не Слизерин, не Слизерин. Проверьте себя.
Если вы хорошо усвоили материал первого и второго уроков, вам должно быть все понятно в этих предложениях. А у меня на сегодня все. Благодарю за внимание. До скорых встреч!